Ассаламу алейкум. Приветствую всех порядочных людей, живущих в Российской империи, так называемой Федерации. Я извиняюсь, если кому-то не понравится то, что я применяю слово «империя», потому что суть ее не менялась, хотя меняются названия, обличия. Поэтому мы говорим. И решили сказать коротко, для облегчения слушателя, зрителя и за уважение к ним. И попрошу не принять всех на себя то, что мы скажем в этой передаче. Это не касается честных, порядочных людей, таких как в предыдущем ролике, перед этим я выставил ролик «Честное признание русского мужчины». Вот таких это не касается, они нам дороги на вес золота, потому что их немного, и они тоже в подавлении, как и завоеванные народы, которые находятся на грани и по ступени на низшем уровне. В частности, мы хотим сказать о так называемой интеграции этих завоеванных народов, в частности, то есть о нашем народе, о нохчи чеченском народе, так как мы имеем полное право говорить за свой народ. Как от частного лица, скажем так. Как эти народы интегрируются, в кавычках, через колено, как говорят, насильственно, войнами, огнем, депортацией, многочисленными. Вот вынужден сказать коротко от начала вторжения войск Московии при Иване Грозном на второй же год после завоевания Астраханского ханства, а точнее в 1558 году, войска воевода Астраханского вторглись на земли Кавказа, в частности на чеченские. Эта военная экспедиция понесла полное поражение, и после этого Московия не смела вторгаться в наш край. Около 100 лет. Были экспедиции небольшие до Петра I, после этого между этими 170 лет небольшие столкновения бывали. Посылали, Московия посылала такие пробные экспедиции на ощупь. Могут ли они продвинуться дальше или нет. И вот в то время граница чеченцев стояла по реке Кума. Гумхи мы называем его. Речная, песочная река. И вот после этого второе крупное вторжение произвел Петр I, провозгласив себя императором в 1721 году и назвав Московию Российской империей. И на второй же год он тоже вторгся в наш край.
1722 году. От Астрахани построил флотилии и по суше, направив свои войска во главе с Апраксиным, произошло крупное сражение. Войска Апраксина на суше были разбиты. После и сам Петр I вынужден был уйти бегством. Правда, после этого он дальше пошел на Дербент. После этого вторжение чеченцы и кумыки, которые стояли рядом с нами, понесли большие потери. И в частности чеченцам запрещали жить и поселяться в своих селениях по Каспии. Осталось немного из нашего народа. И после этого, ровно через 100 лет опять, войска при Ермолове очистили чеченцев в 1818 году от Каспии, так называемый чеченский Аухуаймак. Аухуай – это значит по-чеченски называется, это рыбная ловля, то есть метание как бы собиратели икры. Аухуаймак, так это переводится на наш язык. И вот Ермолов уже то, что творил, мы знаем, тотальный геноцид над всеми народами Кавказа проводил в течение 10 лет своего наместничества на Кавказе. Далее, в то время против Ермолова противостояли чеченцы во главе с имамом Ташохаджи и предводителем Тайми Бибол. До него, мы знаем, было движение шейха Мансура за объединение Кавказа. И вот четвертым этапом после поражения Вахульга имам был вынужден прийти в Чечню с 9 или 13 соратниками, как пишут разные источники. Он прибыл в Чечню, находясь в военном положении с Россией. Чеченцы вновь сделали имамом Чечни и Дагестана. И дальше продолжилась борьба, как мы знаем, 20 лет, до падения имама Шамиля. Я не сторонник верить тем сказкам, которые выдает Российская империя, царская охранка с тех времен. Якобы Шамиль призывал быть покорным России, что он челобитню убил царю. Я не верю этим сказкам. Это совсем другое. Может, как-нибудь скажем в другой раз. После имама Шамиля я хочу, чтобы вы знали, имперские барзаписцы, и обманутая им вата, так называемая, что вы толдычите все время, что вы нам чего-то дали. Дали горе и разруху. И вот после имама Шамиля у чеченцев опять же было 6 имамов. Вы представьте это. Они избрали 6 имамов, чтобы противостоять этой имперской экспансии.
Это бывший наиб Шамиля Байсангур Пиноевский. В том же году, в 1959 году, он был избран имамом и вел борьбу в течение 2 лет. После него вторым имамом стал имам Тозу в 1865 году. Тоже борьба продолжалась более 2 лет. После него третьим имамом стал, это было более крупное восстание против оккупации имперской, имам Алибек Хаджи, 1877 год. После имама Алибека Хаджи четвертым имамом стал Гази Мухаммад, как эмир Северокавказского Эмирата. И его резиденция тоже находилась в Чечне. Он был то ли кумыком, по-моему, кумыком был, вообще из дагестанских народов. Мы не разделяли людей по национальностям. Потом пришла власть Советов обманным путем. Бились мы и против белых, и против красных одинаково. Они были для нас оккупантами и людьми, несущими нам чужую идеологию, враждебную идеологию. У них, я как и ранее вначале сказал, менялись названия, но не сама суть империи по сей день. После имама Гази Мухаммада имамом стал имам Моцу. То есть после него стал в 30-м году, одни говорили, что он не был имамом, другие его признавали как имама, но был лидером. Шита Шалинский в 1930 году. Это восстание тоже было подавлено армией, Красной армией. И после Шиты имамом стал Моцу в 1932 году. После него стал предводителем, светским был человеком, Хасан Исраилов. Общим числом до выселения 1944 года чеченцы подняли после имама Шамиля 12 восстаний. Это 50, 60, скажем, 40, в общем, за 100 лет после завоевания Кавказа, после падения имама Шамиля, было 12 восстаний в одних чеченцев. Вот какая она интеграция добровольная, так называемая. И завершилось все выселением полностью чеченцев и другие северокавказские народы в Среднюю Азию на вечную депортацию. Выслать чеченцев был план составлен еще при Екатерине II. А удалось им это сделать только в 1944 году по 2 причинам. Во-первых, вся молодежь была на фронтах, обессилен был народ, как чеченские, так и другие кавказские народы. И, во-вторых, во главе стоял не русский Сталин. И вы, чтобы списать себя, они воспользовались этим, и сегодня они этим глаголят, мол, вас выслал Сталин или Берия. Никаких гвоздей, как говорится. Нас выслала империя. Это была не задумка Сталина, и не силы Сталина нас депортировали. И план, и силы, и армия была Российской империи, уже красной. Вот так вот нас удерживали в составе этой империи до 1944 года выселения. После выселения, после высылки, 13 лет долгих, мучительных высылки, где погибло 70% нашего народа. И вот оставшаяся часть, эти 35% населения, мы восстанавливаем до сих пор свой народ. Но империя не дает нам встать на ноги. При общей разрухе СССР, накануне развала СССР в 1990 году,
Нохчий чеченский народ на всеобщем национальном съезде объявил о государственной независимости чеченского народа Республики Нохчи-Ичуя. В 1991 году Верховный Совет, на тот момент оккупационная власть империи, тоже приняла эту декларацию от народа и провозгласил суверенитет Чечено-Ингушской республики. После мы знаем, выступил ГКЧП, рухнул СССР, и чеченский народ опять восстановил свою государственную независимость, избрав нового президента, новый парламент, новыми законами о выборах. Восстановили свое государство. Она простояла 3 года, и Москва опять пошла на нас войной. С Божьей помощью отбились, с позором они ушли, и в тех же Хазаюртских соглашениях представитель российской делегации, председатель комитета от Думы по обороне Лукин, там же в Хасавюрте заявил, ничего, когда было подписано соглашение о перемирии и выводе войск со стороны России во главе с Александром Лебедем, он сквозь зубы заявил, этот Лукин, ничего, мы окрепнем, лет через 5 придем. Но 5 не прошло, через 3 года они вновь пришли и сделали то, что не смогли сделать в Первую войну, применив все тактические оружия, кроме ядерной, подавили небольшую страну чеченцев. Вот таким способом, макаром, как говорится, удерживают нас в этой империи от безысходности на данный момент. Но мы надеемся на завтрашний день, как всегда, надеемся на Создателя миров. Никогда мы не забудем свою свободу. Свобода заложена в генах чеченского народа. Так как все народы приветствуют, желают друг другу здоровья, счастья в жизни, мира. Чеченцы желают свободу. Проходи свободным, уходи свободным. И больному передаем свободу. Чеченский народ не мыслит и не живет без свободы. Поэтому пока он жив, пока жив его язык, никогда врагу не добиться, чтобы этот народ забыл о своей священной Богом данной свободе. Иншаллах. Поэтому очень нам необходимо всем народам сохранять свои языки. Каждый язык – это милость от Аллаха для всех народов. Это идентичность, это лицо и фундамент народа. Каждый язык. И вот после всех этих ужасных войн, геноцида, как и другие завоеванные народы, чеченцы, формально сегодня являются и живут в составе этой империи. Но это не интеграция, это, я как сказал, держат силой, и потом плюс всякими ярлыками, клещами, грязью обливают все народы. К примеру, они являются гражданами Российской Федерации, но приезжаешь в русские областя, и вот эти вот больные люди с шовинизмом
выращенные имперской пропагандой, они ненавидят всех. Опять говорю не за всех, а большинства процентов этого больного. Говорят, им, когда приезжают в Москву или в другую область, понаехали черномазы и так далее, оскорбляют, упрекают. И езжайте к себе, говорят. Выхода не дают и жить не дают. Как это быть? Другие говорят, мы не виноваты, виновата наша страна. Если ваша страна пользуется вашими ресурсами, вашим именем, вашим языком, вашими людьми, почему вы это не скажете своей стране, отделите этот Кавказ, дайте им жить отдельно. Вы же не говорите об этом. Если вы об этом сказали бы массово, можете прислушались бы к вам. И не стали бы мы ездить к вам, так же и вы к нам. Пока все не утрясется, пока не залечатся раны. Построили бы между нами стену отчуждения, так высоко, чтобы птица не смогла бы перелететь. Мы обеими руками за, но вы же не позволяете нам. Еще нас обвиняете и упрекаете, оскорбляете нас. Где справедливость? Где человечность? Прежде чем упрекать другого, посмотри на себя, что ты сделал для этого. Это я вызываю к совести, которые пользуются силой, поговоркой, дурной вашей поговоркой, сила есть, ума не надо. Это не русская поговорка, это имперская поговорка. А их много таких, якобы народные поговорки, придуманные империей для народов. Сказки, небылицы. Сила есть, ума не надо. Что это за дурость? Это чисто имперский подход, но не народный. Но надо от этого отказаться. От этого понаехали, от всяких оскорблений. Мы никому не желаем зла. Мы никого не оскорбляем. Мы вынуждены отвечать на ложь и клевету и призвать к благоразумию воинствующих, пернатых, скажем, и призвать друг друга к благонравию, к справедливости. Об этом можно многое чего говорить, сказать есть что многое, но, как у нас говорят, слово короткое, дорога длинная, или канат короткий, дорога длинная. На этом мы закончим. Я думаю, что я уверен, что правильно меня поймут правильно, и надеюсь, чтобы обманутые имперской ложной пропагандой тоже одумались над тем, о чем мы говорим. Желаю всем добрым людям всего доброго. Живите с миром. До свидания. Ассаламу алейкум. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.